Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Молодым везде у нас дорога. Крылатую фразу из известной песни часто цитируют и вспоминают. Но так ли легко сегодня оказаться молодежи на той самой дороге, ведущей к самореализации и успеху? Открытие собственного бизнеса. Для многих это преодоление страхов и путь к воплощению своих идей и осуществление мечты. Но на пути к его открытию возникает множество препятствий и вопросов. Как найти хорошую идею? Принесет ли она прибыль? И самое главное, как получить финансирование? Именно финансовая проблема зачастую подталкивает молодых людей отложить свои мечты и идеи и, как правило, заставляют покидать родину в поисках лучшей жизни. Истории успеха героев этой передачи тесно связаны с успехом масштабного проекта, участниками которого они стали и благодаря которому смогли реализовать свой потенциал дома, на родине. Проект, внедренный ПРООН при финансовом содействии Европейского Союза, дал возможность молодым людям с двух берегов Днестра наладить собственное дело на родине. По условиям проекта начинающие предприниматели получили многостороннюю поддержку и грантовое финансирование. Проект проходил в 2 этапа, и за 2 года усердной работы в Молдове и в Приднестровье появилось 71 новое предприятие, где рабочие места получили более 300 человек. Это небольшие, но высокотехнологичные производства, оснащенные современным оборудованием. Предприятия, созданные в Приднестровье в рамках проекта «Бизнес-наставничество 2», отличаются своим разнообразием. Причем каждая идея по-своему уникальна, и каждая бизнес-история достойна внимания. На сумму гранта с помощью наставника проекта Мария закупила оборудование и все необходимое. Около года ушло на то, чтобы построить теплицы и подключить капельное орошение. Прибыль от первого урожая вложили в развитие предприятия. 1,5 года назад примерно я получила информацию о том, что стартует бизнес-проект, который финансирует интересные идеи. И первое, что мне пришло в голову, это почему-то овощеводство, конечно, выращивание не только и для своей семьи, но еще и для продажи, то есть чтобы это реализовалось как бизнес-идея. И благодаря именно финансированию у меня получилось создать свой бизнес, в котором сейчас работает на сегодняшний день 3 человека, 3 рабочих места, но уже с этого года мы расширяемся, потому что увеличили линейку тех овощей, которые мы выращиваем. Хорошо, что есть спрос. Супермаркеты готовы работать с нашей продукцией, то есть фермерской, чистой, без химических добавок. Андрей Клименко выкупил отправленные на металлолом станки, не побоялся восстановить их и теперь выпускает инновационный продукт – биоразлагаемые канатики. Посоветовал возобновить это производство человек, который создавал его на заводе металлоизделия, проработал всю жизнь на этом предприятии. Получилось, что ликвидировали завод, который производил подвязочный канатик на протяжении длительного времени во время Советского Союза. Мы купили оборудование, больше года его восстанавливали. Была произведена глобальная работа по его восстановлению, по модернизации, по внедрению электроники для управления самого технического процесса. В начале этой идеи всей, самое, наверное, большое было желание этой работы, жили несколько лет. И ничего не остановило, ничего не напугало. Сегодня в Приднестровье выпускается подвязочный материал, который еще более года назад покупался за границей. Предприятие поставляет продукцию как местным, так и иностранным предприятиям. Мы выиграли грант, который предоставляла ПРООН. И на эти деньги купили сырье, купили оборудование за свои деньги, его восстановили, отремонтировали. Вот результат.
Не так давно Мария Соколова выращивала землянику на своем приусадебном участке и старалась вникнуть в тонкую технологию выращивания ягод. После получения гранта девушка организовала крестьянское фермерское хозяйство, хотя раньше сомневалась, что такое возможно. Его деятельность разделена на два направления – выращивание ягод земляники и закладка питомника по калифорнийской системе. В питомнике для выращивания посадочного материала и дальнейшего расширения производства будут расти виноград, клубника, малина и ежевика. О гранте я знала еще пару лет назад, после того, как один наш знакомый получил этот грант, тоже выиграл и начал заниматься своим собственным делом. Когда он об этом нам рассказывал, как-то мы не могли, не верили ему. Ну как это в наше время кто-то дает деньги, помогает развиваться? Но он говорит, да, есть такое, представьте, попробуйте, вот, может, повезет, еще через пару лет будет повторяться. И если что, сразу участвуйте. Когда узнали, специально уже сайт торговой палаты просматривали, когда узнали, что такое есть, решили попробовать. Подала заявку, прошла сначала в первые 70 человек, потом в 30, а потом уже в 16. Оптимизмом Марии невозможно не заразиться. Наверное, именно это качество, а еще безудержное стремление сделать свой бизнес успешным и должны служить основой любого начинания. Важной чертой этого проекта, что мы можем дать людям возможность работать и получать за это деньги, потому что ситуация в Приднестровье, как мы знаем, не самая легкая, рабочих мест не хватает, людей много, поэтому 7 рабочих мест, это, конечно же, тоже невелико, но мы будем расширяться, будем стараться, чтобы больше людей могли завлечь. Я бы, конечно, это сделала, от мечты бы я не ушла, но у меня бы не получилось сделать так скоро, потому что, понятное дело, в наше время, особенно молодому специалисту, очень тяжело заработать такие суммы, чтобы закрыть свое дело, так как первый год, как мы знаем, самый затратный, самый тяжелый, поэтому самой реализовать это было бы, по крайней мере, в настоящее время очень тяжело. Вот досадим сейчас эту часть, со временем будем садить все больше и больше, сделаем питомник. Мечта еще сделать потом свою линию по консервации клубники, но это уже такая далекая мечта, до этого нужно очень много идти. Грант – это существенное подспорье для начинающих бизнесменов. Но помимо денег им нужно помогать советам. Участников проекта обучали, консультировали и курировали опытные наставники. Представители ПРООН и журналисты посещали и знакомились с предпринимателями и их продукцией. Таких проектов не так уж и много. Предполагаю, что первые хорошие результаты будут видны на следующий год. Но, как уже владелица бизнеса сказала, очень радует тот факт, что они успели нанять работников, платить зарплаты вовремя и предоставить на местный рынок хороший, готовый конечный продукт, экологически чистый продукт. Мы надеемся, что данные проекты помогут местным предпринимателям оставаться на месте, создавать новые рабочие места и поддерживать местную экономику своими инициативами. Бизнес-история Сергея Бакалюка, одного из участников проекта, получившего грант на создание специализированной автомастерской, началась еще в момент окончания школы. Еще в то время он твердо решил связать свою жизнь с автомобилями. В принципе, всегда к этому шел, стремился, в этом есть мой интерес, мое призвание, скажем так, талант. И был и в Москве, обучался на курсах по автокондиционерам по обслуживанию, ремонту автоматических коробок. Отличительная черта автосервиса – оказание услуг по ремонту и обслуживанию тех систем автомобиля, ремонт которых никто в Приднестровье не осуществляет в полном объеме и высокого качества. На эти средства, скажем так, мы приобрели автоматические станции, они дорогостоящие. И современные европейские станции, то есть полностью автоматические, которые исключают человеческий фактор, скажем так, то есть ошибок не допускают. Поэтому мы благодаря этому можем давать большое качество услуги. В свой 21 год Алина Фортуна уже является главой крестьянско-фермерского хозяйства, поставляющего на рынке Приднестровья свежие, экологически чистые овощи и зелень и обеспечивающего работой 5 людей. Благодаря проекту мы закупили материал, построили 2 теплицы. Это был первоначальный этап. Выращивали
Зелень – это укроп, петрушка, шпинат и салат. Уже после мы начали внедрять выращивание огурца. И благодаря урожаю огурца мы достроили еще 2 теплицы. И все знают о нашей продукции, и знают, что она экологически чистая, полезная. И все видят, как она выращивается. Проект – это такой большой шанс, который может реализовать нашу мечту. Предпринимателю Виталию Радулову участие в проекте помогло создать фермерское хозяйство по выращиванию свиней. Располагается оно в селе Спея Григорьопольского района. Запуск свинофермы позволил создать 4 новых рабочих места. Я агроном, мы непосредственно тоже изучали животноводство. Ну и еще плюс в том, что я вырос на селе, имел немножко представления и, скажем так, уже решил заняться и продолжили свое дело. Проанализировав, решил заняться поросятами, свиноводством именно. Оно у нас есть спрос на него, люди постоянно кушают, покупают свинину, есть спрос. И мало производят, я думаю, что все-таки пока мало конкурентов, скажем так. На грантовые средства были закуплены 110 голов свиней и корма. Это послужило началом для организации и эффективного функционирования свинофермы производительностью от 220 до 370 голов в год. Может быть, не такое количество голов, я думаю, что, попытались бы все равно, нам большая была поддержка, конечно. И помимо того, что была помощь от Европейского Союза, денежная, нам помогло запустить хозяйство. Еще мы узнали много, было обучение, как вести хозяйство, как дела вести, как налоги. Очень было интересно, познавательно и много дало такой информации, которой мы не владели, скажем так, и в дальнейшем, облегчило многих допустим, бумажных всяких дел. Мини-пекарня. Чем не женский бизнес? Мягкий, ароматный и румяный. До момента открытия мини-пекарни Елена Сашкова не имела ничего общего с производством хлебобулочных изделий. Решение стать предпринимателем далось ей нелегко, понимая, что будут трудности в первую очередь из-за незнания норм законодательства в этой сфере. Но это ее не остановило. Услышав о проекте, она решила попробовать свои силы, подготовила бизнес-план и отправила его на суд экспертов. Мы открыли пекарню с неполным производственным циклом. Задействовано у нас в штате 6 человек. Работаем мы по мере необходимости, то есть по заказу. Сейчас очень маленький спрос на продукцию, но несмотря на это, предприятие приносит прибыль. Процесс производства заключается в том, что мы готовим из полуфабриката высокой степени готовности. К ним относятся и хлеба, и багеты, и слойки, и круассаны, что занимает очень мало времени, затраты минимизируются, прибыль, соответственно, растет. Для того, чтобы запустить это производство, у нас ушло 9 месяцев на всякого рода разрешения, санитарные, пожарные, решения госадминистрации, потому что мы были, так сказать, первооткрывателями на этом поприще. Бизнес-идеи могут возникнуть внезапно, а могут быть тесно связаны с увлечениями и хобби. Долгое время находясь в Европе, участник проекта Денис Гоменюк стал обращать внимание, что на смену традиционным фотоальбомам пришли фотокниги. Это эксклюзивные книги из плотной бумаги, каждая страница которых самые разнообразные дизайнерски оформленные фотографии. Мне кажется, что в Приднестровье фотокниги продукт, который заменяет плавно фотоальбомы классические, и продукт довольно-таки новый, скажем, в России, в Украине он существует давно. Благодаря гранту в его фотостудии теперь есть и фотолаборатория. Ее масштабы и возможности впечатляют. Меньше чем за год он изготовил 1500 фотокниг. В любом деле нужен творческий подход, а хорошего результата можно достичь исключительно путем применения своего внутреннего таланта. Тираспольчанин Виталий Ротарь, получив грант, занялся изготовлением разнообразной сувенирной продукции, начиная от магнитиков на холодильник и заканчивая чашками с нанесенными на них фотографиями. Их реализация осуществляется на базе Приднестровского государственного университета и актуальна для студентов и выпускников 12 факультетов, которые могут с помощью Виталия разработать свои фирменные логотипы, девизы и эмблемы. Количественный состав бенефициаров
составляет более 12 тысяч человек. Это куда входят преподаватели, студенты, абитуриенты, гости Приднестровского университета, а также туристы, посещающие Приднестровье. На сегодняшний день в нашем центре креативных идей работает и трудится плодотворно 3 человека. Это было нашей конечной целью, которую мы ставили перед собой при написании бизнес-плана. Желание заняться выращиванием перепелов у Светланы Мацковой появилось 9 лет назад, когда у нее родилась дочь, и она с мужем задумалась о правильном питании. Решили заняться разведением перепелов для себя. Так было до тех пор, пока Светлана не услышала о возможности получить грант на создание собственного дела в рамках проекта «Бизнес-наставничество 2», который реализовала Торгово-промышленная палата Приднестровья при финансовой поддержке Европейского Союза. Родственники показали ей объявление в газете о старте проекта по оказанию помощи молодым предпринимателям. После этого началась кропотливая работа по составлению бизнес-плана. Были у нас мысли, наверное, года 3 назад тоже куда-то поехать, но хозяйство, муж сказал нет. Будем думать что-то здесь, мы будем пытаться поднимать что-то здесь. Мы с мужем сели, текстовка, таблицы, экономические показатели. То есть мы сели, просчитали, что да, главное выйти на обороты. То есть благодаря тому, что выйдешь на обороты, оно рентабельно. На средства гранта Светлана под руководством наставников проекта приобрела клетки, специальное оборудование и 400 голов перепелов. Сегодня поголовье составляют уже около 2000 птиц, для которых перепелиный дом Светланы стал комфортной средой. А экологически чистые продукты перепелиного дома завоевывают рынок Приднестровья и уже пользуются спросом. Благодаря проекту и усердным стараниям Светланы, помимо нее на ферме трудятся еще 3 человека, которые в родном городе обеспечены работой и имеют стабильную заработную плату. Был очень такой, наверное, для бизнеса это очень большой скачок. То есть сами мы бы, конечно, очень долго поднимались, развивались, очень долго, я так думаю, наверное, лет 5, наверное, мы бы вот так вот бы, наверное, своими силами потихоньку бы покупали по 1, по 2 клетки, это было бы, наверное, очень-очень долго. Благодаря вот этому толчку, можно так сказать, старту, то есть мы очень резко вышли. Есть клетки, есть инкубатор, есть брудера, где удобно содержать молодых перепелок. Планы у нас, конечно, большие. И рабочих мест, конечно, мы рассчитываем, что создадим больше. В дальнейшем мы рассчитываем поголовье поднять до 10 тысяч. До 10 тысяч, чтобы обеспечить приднестровский рынок. Дай бог, может, выйдем еще на какой-нибудь рынок. Многие из участников проекта признаются, что без участия в такой программе комплексной поддержки, возможно, никогда бы так и не решились открыть свое дело. Благодаря грантам некоторые отказались от планов эмигрировать и остались дома, рядом с семьей. Виталий Коваль собирался эмигрировать в Россию, но узнав о том, что он выиграл грант для открытия собственного дела, молочной фермы, передумал уезжать и остался дома. Так сложились жизненные обстоятельства, что надо было уезжать, просто по-другому выжить. Нашей семье было невозможно. И поэтому мы хотели уехать. Я говорил, что то, что участвовали в этом проекте, по крайней мере для нашей семьи, это был тот момент, что мы никуда не уезжаем, мы остаемся на месте. Семья, 5 детей, уехать не так легко, то есть никто не ждет, семью и 5 детей. Ждут ломовую лошадь, которая приедет, будет пахать, по-всякому, а семью, которая приедет с 5 детьми, я не думаю, что это где-то ждут. Грант, полученный предпринимателем, был направлен на приобретение 30 дойных коров. Это стадо и послужило основой для создания новой молочно-товарной фермы. Виталий уже более 15 лет держит коров в личном подсобном хозяйстве. Однако организовать из увлечения бизнес получилось только сейчас. Все началось очень-очень давно, еще с детства, когда
Бабушка меня взяла на ферму, и вот любовь моя к животным, она, скажем так, вот вылилась в то, что сейчас имеется. Когда мы выиграли грант, стало как бы 40 голов коров, но мы потихоньку начали работать, где буксовать, где было сложно, где было очень трудно. А потом, когда все стало на рельсы, скажем, да, когда поставили, конечно, сначала было что? Сначала был расчет по долгам, потому что набрался долгов, где надо было как бы выкармливать скот или что. А потом уже потихоньку начались какие-то радости как бы в плане копеек, да, для того, чтобы можно было уже уделить на семью и на все. На сегодняшний день как бы у нас небольшие надои, порядка 250 литров молока. Сама идея мне показалась очень интересной, потому как мы знали, что в данной отрасли в последние года уже многие отказались от производства молока, и был какой-то спад. Это один из самых успешных проектов. Почему? Потому что мы видим очень хороший прирост и по поголовью, и по новому оборудованию, которое приобретается за свои уже заработанные деньги. Тот факт, что на сегодняшний день, кроме коров, у них есть и козы, и свиньи, и так далее, мне кажется, это уже большим успехом. Хорошо, что есть подобные гранты, которые дают возможность людям научиться зарабатывать средства на месте. То есть по принципу, где родился, там и пригодился. Пока Виталий Коваль увеличивает поголовье молочной фермы, другая участница проекта занялась выращиванием кормов для скота – люцерны. Ксения Щербакова еще несколько лет назад задумывалась над тем, чтобы организовать хозяйство по выращиванию кормов для скота. Ведь в нашей республике очень много хозяйств, содержащих скот, а его нужно чем-то кормить. Люцерну используют в качестве кормовой культуры для животноводства. Изучив аграрный рынок, мы поняли, что у нас в республике острая нехватка кормовых культур дешевых местного производителя, поэтому решили заняться таким бизнесом. Мы обеспечили рабочими местами 4 человек, которые работают на предприятии у нас. Мы посадили урожай летом, собрали урожай люцерны и ячменя. Я никогда не занималась сельхозхозяйством, и это оказалось очень новым для меня и интересным. Семинары, проведенные в рамках проекта, очень помогли в управлении. Информация на них была подана очень доступно, что помогло в ведении документации и во всех текущих вопросах. Наставники активно участвовали на всех этапах развития проекта, помогали нам в поисках рынка сбыта, отвечали на все возникающие вопросы на всех этапах, что крайне помогло в процессе. Евгений Парфентьев открыл в Рыбнице новый бизнес – станцию технического осмотра. Основное преимущество перед конкурентами – сверхновая и самая современная в Приднестровье линия техосмотра. Основной целевой аудиторией при этом стали автобусный парк Рыбницы, предприятия, занимающиеся грузовыми перевозками, а также частные автовладельцы. Проработав много лет в России на станции техобслуживания и приехав в наш родной край, я посмотрел, что этот рынок не сильно занят и способен конкурировать с другими станциями, поэтому пришла идея открытия такого бизнеса. Благодаря гранту я смог открыть линию технического осмотра по техническому свидетельству грузовых и легковых автомобилей. На моем предприятии на данный момент работают 6 человек. Это 2 эксперта, 2 помощника экспертов, главный бухгалтер и директор. При открытии моего бизнеса мне во многом помог наставник, а также мне очень помогло это семинары, проводимые торгово-промышленной палаты, на которых я познавал все много нового для себя. Предприятия, созданные в рамках проекта, отличаются своим разнообразием. Одной из уникальных идей стало открытие организации, которая производит горизонтальные проколы почвы для прокладки коммуникаций. Этот метод также называется бестраншейной прокладкой труб. Этот способ имеет явные преимущества перед другими видами прокладывания коммуникаций. Получив грант, Дмитрий приобрел мини-экскаватор. Молодой предприниматель решил взяться за этот сложный бизнес, даже несмотря на то, что в Приднестровье у него есть серьезные конкуренты. Расчеты, сделанные им для бизнес-плана, показали, что цену за эти услуги он может предложить в 1,5 раза выгоднее, чем конкуренты.
Наталья Пархон является потомственным пчеловодом. Она не понаслышке знает, насколько трудоемким является процесс откачки меда, если это делать вручную. С помощью гранта девушка реализовала инновационную идею, приобрела мобильный передвижной комплекс, который теперь облегчает трудоемкий процесс откачку меда. Центрифуга вмонтирована в грузовик, и это позволяет предоставлять услуги другим пчеловодам, в том числе на правом берегу Днестра. Такой мобильный комплекс подъезжает к пасеке в любое место, где находится пасека, и позволяет откачать мед непосредственно на самих точках, то есть чтобы пчеловод не выезжал, не тратил время на подъезд к этому мобильному комплексу. Такой мобильный комплекс в час может откачать до 150 килограмм. То есть, соответственно, при полной загрузке такого мобильного комплекса из нашей практики мы можем откачать до 1 тонны меда. Хотим выразить большую благодарность данному проекту за возможность себя показать, реализовать. С помощью данного оборудования мы экономим наши силы, то есть мы можем развиваться дополнительно, посещать какие-то дополнительные мероприятия, направить наши силы на развитие нашей пасеки. На сегодняшний день мы хотим направить наши силы на развитие матковыводного питомника, то есть это развитие 3 определенных основных линий маток. Соответственно, мы на сегодняшний момент работаем над брендингом, то есть хотим, чтобы наша продукция заступила на прилавки наших магазинов, ну и, соответственно, расширить нашу пасеку, воплотить какие-то определенные технологические масштабные приемы для того, чтобы люди к нам приезжали, делились опытом, показывали и, соответственно, совершенствовались, развивались, то есть не стояли на месте. Молодой предприниматель Иван Ходаковский решился создать совершенно новый для Приднестровья бизнес. Его малое предприятие занимается разработкой и производством универсальных зарядных станций. В этом ему помогло участие в проекте. Ну, думаю, это как минимум бы затормозило годика на 2-3 все мои прорывы. Возможно, бы пришлось бы искать каких-то других инвесторов, либо размещать это производство где-нибудь вообще за рубежом. Но только пришлось бы много времени потратить на то, чтобы подготовить всю эту проектную документацию, да, скажем так, при помощи которой можно было бы потом делегировать производство кому-то еще. Но тут тоже свои риски. За год работы фирмы деревянные коробочки, с виду похожие на шкатулки, а на самом деле универсальные зарядные станции, появились в общественных местах, салонах красоты, спортзалах, ресторанах, барах и кофейнях. Очевидно, что зарядные станции – это такой продукт, который требуется сейчас каждому. Все мы начинаем свой день с зарядки, заканчиваем день с зарядки, но, к сожалению, не физической, а зачастую телефона в первую очередь или в других устройствах. Поэтому здесь, я считаю, беспроигрышный вариант. И, конечно, всегда в бизнес-плане мотивируют цифры. Он для этого и создается, чтобы видеть, какая рентабельность, какие прогнозы. Вот. Мой бизнес-план был достаточно амбициозный, как выяснилось, потому что как раз наложилась ситуация с курсом доллара, сложная экономическая ситуация, давление со всех сторон, но тем не менее мы пока на плаву. Со дня объявления проекта «Бизнес-наставничество-2» заявки на участие в нем стали поступать непрерывным потоком. Количество заинтересованных достигало более 200 человек. Но поддержку получили те предложения и бизнес-планы, которые предполагали создание наибольшего числа рабочих мест, лучшие показатели по рентабельности, размерам оплаты труда, объемом привлеченных собственных средств и сроком окупаемости проекта. У нас был конкурс, и мы на самом деле видели изначально, кто в каком бизнес-плане, сколько планирует создать рабочих мест. Создание рабочих мест – это ключевой показатель. Больше всего баллов при отборно-выборной комиссии можно набрать именно за это. Для таких бизнес-планов с таким финансированием 4 человека – это уже большая цифра. Ну, не помню, но на моей памяти максимально, по-моему, из первого проекта там было 7 или 8 человек. Очень хороший проект с точки зрения именно создания рабочих мест. Первое бизнес-наставничество 165 рабочих мест, второе около 100, я точную цифру не помню.
Мы считаем, что хороший показатель, хороший результат. Старт мы им дали, грант они получили. Все дальше зависит от, собственно говоря, желания в первую очередь. Тех навыков, которые они успели приобрести за время проекта, потому что проходил еще процесс обучения. Большим успехом, конечно, пользуются предприниматели, когда у них есть такое вот качество, как некая настырность и упертость, что ли. У всех участников проекта большие планы на развитие собственного бизнеса, расширение ассортимента продуктов и услуг, повышение их качества и покрытие большей части рынка. Всему этому они долгое время обучались в ходе проекта на различных тренингах, семинарах, конференциях. Одна из целей проекта – наладить обмен опытом между участниками и их дальнейшее тесное сотрудничество. Это удивительный проект, который предоставляет широкие возможности для сообщества, объединяя людей с обоих берегов Днестра. Действительно потрясающе, потому что это приносит конкретные результаты. Развитие местной экономики, укрепление доверия и заставляет людей чувствовать, что им нужно работать вместе, им нужно сотрудничать. Они должны быть партнерами, и им нужно искать общее решение проблем. Это удивительная инициатива, которая помогает людям понять, насколько важен Европейский Союз и ценности, которые будут всех объединять и дают перспективы. Результаты успешной реализации бизнес-идей были представлены на конференции, посвященной завершению проекта, в которой участвовали глава делегации Европейского Союза в Республике Молдова Пирка Топиола и заместитель постоянного представительства ПРООН в Молдове Штефан Лилер. Хочу отметить, что ваш интерес, ваша заинтересованность, ваша энергия послужили ключевыми частями успеха. Они настолько вдохновляют и показывают, что инвестиции именно в энергию молодых предпринимателей с двух берегов реки могут принести будущее этому региону. Очень отрадно отметить, что 18 грантов были выделены женщинам. И в Европейском Союзе, и в вашем регионе работать на рынке трудно, но успех приходит к тем, кто обладает смелостью и настойчивостью. Подводя итоги, участники конференции отмечали важность подобных проектов для малого бизнеса. Ведь создание собственного дела дает возможность обеспечить себя и своих близких рабочими местами и необходимым доходом. Этот проект действительно дал конкретные результаты, которые нас проведет к будущему, к новым экономической активности, и который дает и рабочее место, и новые возможности. Теперь вы продолжаете работать. Вы продолжаете строить свой бизнес, развивать. И я надеюсь, развивать не только свой бизнес, но тоже эти отношения и этого сотрудничества между берегами Днестра, этого сотрудничества, без которого вы, может быть, не можете развивать так активно. Малые и средние предприниматели, они являются основой для среднего класса, и средний класс является основой для современного общества, где люди хозяйствуют своей жизнью и свое общество. Завершением проекта стало награждение лучших предпринимателей. 6 человек с каждого берега Днестра в категориях «Лучший бизнес», «Самые высокие цифры продаж», «Наибольшее число созданных рабочих мест», «Самые успешные женщины в бизнесе», «Самый новаторский бизнес», а также в категории «Укрепление доверия» за успешное предоставление услуг или продаж на противоположном берегу Днестра. Она стала местной знаменитостью. Светлана, поздравляю, всего хорошего, всех благ и успехов. Спасибо огромное нашим донорам, спасибо огромное торгово-промышленной палате за то, что они действительно вели нас, как действительно слепых котят. В начале бизнеса у нас у всех, я думаю, были какие-то нюансы, были какие-то проблемы, что опускались руки. Но утром ты встаешь, ты понимаешь, что тебе надо куда-то двигаться, что надо идти вперед. Поэтому, конечно же, чтобы запал у нас у всех остался такой же, который был в начале проекта, то есть двигаться всем всегда вперед.
Sunt să mulțumesc în primul rând Uniunii Europene pentru suportul care ne l-a acordat în cadrul acestui proiect. В первую очередь хочу поблагодарить за поддержку, предоставленную в рамках этого проекта. Особенное спасибо нашим наставникам, а именно Ливио Андреуци, который вкладывает душу в то, что делает. Изначально нас не должно было быть в этом проекте, но нам посчастливилось попасть, когда один из участников отказался от него, поэтому мы были в хвосте. Сегодня я очень рад быть здесь рядом с вами. У нас очень много планов на будущее. Еще раз спасибо этому проекту за то, что дали нам возможность реализовать себя с успехом. Верю, что в будущем еще услышите больше о нас. Сейчас уже смело можно сказать, что участники проекта представляют собой уверенно стоящих на собственных ногах молодых предпринимателей, которые строят свой бизнес на хорошей материальной базе, а также на знаниях и опыте наставников. Благодаря торгово-промышленной палате и ПРООН будет нарушена статистика предприятий, которые закрылись после 2 лет своего существования. Практика показывает, что проекты, которые получили грантовую составляющую плюс поддержку наставников и организационной торгово-промышленной палаты и ПРООН, довольно живучие это проекты. Около 90% существуют до настоящего времени, но я думаю, что у них хорошее будущее. Знаете, есть такая старая, широко известная притча, когда 3 человека носят камни, выполняют одну и ту же работу. И первого спрашивает, что ты делаешь? Говорит, ношу камни. Второго говорит, что ты делаешь? Говорит, я зарабатываю деньги. А у третьего, который работал с улыбкой, спросили, что ты делаешь? Он говорит, я строю храм. Очень важно правильно ставить цели и их добиваться. Я думаю, что этим качеством обладают наши предприниматели. Хотим создавать контакты для общин с правого и с левого берега Днестра, потому что это же торговля, это же связано с рабочими местами, с жизнью конкретных семей, людей. И мы в Евросоюзе, который большой рынок, 50 миллионов людей, верим, что чем больше торговых контактов между странами, тем больше рабочих мест, тем больше денег для тех, которые занимаются торговлей. И вот эту же модель распространяем и поощряем здесь, то есть считаем, что тем более будет контактов, тем более будет в том числе бизнес-контактов между людьми с обоих берегов Днестра, тем больше будет бизнес-возможностей для них. Этот проект, он специфичен, потому что этот проект в рамках программы «Мер по укреплению доверия» между Тирасполем и между правым и левым берегом. Мы собираемся поддерживать этого рода проекты в будущем, так что это не единственный и последний проект. Мы рассчитываем, что будут еще в будущем такие проекты. Для нас, так как и для наших партнеров с ПРООН, самое главное – устойчивость, очень важно, устойчивость проектов. Посмотрите на этих людей, вы с ними разговаривали. Нам кажется, что все эти проекты, эти конкретные вложения, инвестиции, они маленькие, но люди развивают свои интересы, свои пассии. Да? И мы, смотря на них, уверены, что большинство из этих проектов будет развиваться в дальшем. То есть мы, так сказать, отпускаем их, мы держали их за руку, помогли, сейчас их отпускаем, и они будут, я надеюсь, большинство из них будет развиваться и продолжаться, потому что наша помощь уже больше им не нужна. Основными итогами проекта, как отмечали в своих выступлениях все участники конференции, стало создание в Приднестровье 16 реально функционирующих на сегодняшний день малых предприятий, а также появление около 80 новых рабочих мест. Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни.